В эфире программа «Амчера». Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы поговорим об итогах 2023 года в Ачимчирском районе с главой администрации района Бесланом Бигвава. Беслан Владимирович, здравствуйте! Каким был уходящий год для Ачимчирского района? Все ли поставленные цели и задачи были достигнуты? Здравствуйте! Что хочу сказать. В целом год был сложный, бюджет был провальный, также было стихийное бедствие этим летом. Но со всеми целями и задачами справились при поддержке, конечно же, руководства страны, президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича. Я вам более скажу, на протяжении того времени, как я здесь работаю, около 2,5 лет, не прошло и дня, что президент страны не позвонил. Каждое утро он звонит и интересуется о делах района, как стоят сегодня дела. В целом год был неплохой, свои обязательства мы выполнили. Беслан Владимирович, какими были показатели в 2023 году по доходной части бюджета, а также по расходной части? В этом году мы не выполнили налоговые сборы. У нас недополучили налогов порядка 81 миллиона рублей. Это из-за того, что промысловая хамса не было в этом году ее улова. И, к сожалению, наш район практически на 60% зависит от тех налогов, которые нам дают рыбоперерабатывающие предприятия. Но в целом, в принципе, мы-то справились со своими обязательствами. Вот, провели план мероприятий, которые нас касалось. Хотелось бы, конечно, сделать большего, но у нас еще впереди, я думаю, наверстаем. А в сравнении с прошлым годом ситуация была аналогичная, либо же в этом году? Нет. Такая картина сложилась? Нет, в прошлом году у нас поступления были больше. Это вот только этого года касалось. Но там из года в год так получается. И государство нас датирует, слава богу, и по зарплате у нас задолженностей нету. Мы знаем еще, что согласно закону об установлении отчислений в местные бюджеты, Гудаузский, Ачимчирский и Кулчарский районы получают поступления в бюджеты из доходов Рязанского национального парка и Новоафонской пещеры. Вот в уходящем году сколько средств получил район и на что они были затрачены? От Рязанского национального парка мы получили 16 миллионов 973 тысячи рублей, от Афонской пещеры 11 миллионов 775 тысяч рублей. В общем, это 28 миллионов 749 тысяч. Это мы, значит, для погашения своего кассового разрыва нам эти деньги очень помогли. Поговорим о сельскохозяйственной отрасли. Какие достижения были в 2023 году? Удалось ли какие-то новые объекты, может быть, открыть, сельхозобъекты, предприятия? В ведомственной целевой программе Министерства сельского хозяйства участвовало 131 человек с нашего района. Попали из них в программу 103 человека. Было выделено им 39 миллионов 900 тысяч рублей. Там это и трактора, и мотоблоки. У нас, значит, закладывается в село Лашкиндар 5 гектаров под голубику. У нас также форелевое хозяйство в селе Кындых образовывается. Там малька сейчас заводят они, устрицы в Тамышах. Будут, наверное, уже в следующем году, я надеюсь, что уже будут производить. В Атарах тепличное хозяйство организовывается новое. В этом году было засеяно кукурузой порядка 1700 гектар земли. Собрано цитрусовых около 5000 тонн, но еще урожай не закончился. А вообще ожидается урожай цитрусовых порядка 5000 тонн в этом году. У нас с орехом была проблема, вы знаете, из-за мраморного клопа, но в этом году собрано около 1400 тонн ореха фундука. Большая работа была проведена по лечению саженцев, было отдано жителям нашего района, селам, порядка 2200 литров лекарственных препаратов. Мне кажется, что ситуация в целом улучшается, не такими большими шагами, но потихоньку мы ее стараемся как-то улучшить, помочь людям и работаем в этом направлении. В уходящем году в результате стихии мы знаем, что пострадал Ачимчирский район, в частности город. Расскажите, пожалуйста, какие работы были произведены по ликвидации последствий стихии? Ну да, у нас пострадало порядка 100 семей. С президентского фонда были выделены денежные средства на помощь гражданам. Это около 11 миллионов 550 тысяч рублей. Также после этого были проведены работы по очистке ливневых
канав, реку Алзга, вот вы проезжали в городе, который в центре находится. Порядка 3 километров прочистили здесь берег. У нас 9-й район есть, там ливневые сети почистили. Работы ведутся, и сегодня тоже. Сейчас у нас город был без воды, 5 дней водозабор, у нас бассейн называется, наверху находится. Там меняются задвижки, устраняются 11 задвижек, поменяли, там еще работы должны провести. 1 километр 400 метров трубы нужно поменять диаметром 400, потому что все сети старые, ржавые, прохудились, много утечек, и из-за этого город иногда испытывает недостаток питьевой воды. Ну, в этом направлении работа проводится усиленно. Ребята, строители, конечно, им надо отдать должное. По пояс в воде находились, сидели, но свою работу выполнили. Сегодня город уже с водой, но еще работы предстоит очень много. Мы знаем, что также немало работ были произведены по расчистке русел рек. Расскажите об этом тоже, пожалуйста. У нас летом также унесло мост в селе Паквач, который соединяет Акваска и село Паквач. Возвели новый мост, построили. Сейчас еще одна работа ведется там по возведению моста, тоже в селе Паквач. В Лабрах 2 моста восстановили в этом году. После этого мы перекинемся на село Лашкиндар, там нужно будет сделать береговое укрепление, дорогу подмывает. Планомерно идут работы. Да. А что касается именно ремонта городских и сельских дорог в течение 2023 года, какие были преобразования? На ремонт дорог из республиканского бюджета нам было выделено 4,5 миллиона рублей. Из собственных средств порядка 1 миллиона рублей на восстановление сельских проселочных дорог. Сегодня мы еще не закончили эти работы. Еще в селе Река будем проводить ремонтные работы. В селе Баслаху будем проводить. Это укладка асфальта, правильно понимаю? Нет, это не асфальт, это грунтовые дороги. Также в селе Джал должны успеть в этом году провести работы, там порядка, там большой объем работы, и я надеюсь, что мы там выполним, справимся до конца этого года. У нас в этом году случилась такая история, сгорела школа целиком в селе Аракич. И я хочу отметить 2 людей, это Алик Минасян и Зантария Резо, которые в ту же ночь мне позвонили, когда сгорела школа, и сказали: ни о чем не переживай, 1 сентября дети пойдут в школу. И взяли на себя полностью нагрузку по восстановлению школ. Мало того, они взяли по восстановлению этой школы, и еще когда мы детей перевели в Атарскую школу, чтобы они там закончили учебный год, они восстановили еще и Атарскую среднюю школу. Она сегодня, можно сказать, что одна из лучших в районе, наверное, является. Это капитальный ремонт, да, произвели? Капитальный ремонт, полностью обновили все классы, купили парты в Аракичах особенно, там крышу в Атарах поменяли, внешний фасад отремонтировали. То есть полностью капитальный ремонт провели эти 2 человека. Мы со своей стороны тоже бюджет оказал помощь, но только по Атарской школе, по перекрытию крыши. Ежегодно Очимчира преображается. Об этом говорят не только местные жители, но и ее гости. Конечно же, не может не радовать туробъекты, которые открываются практически ежегодно. Немножко поговорим о новом объекте, да, который, в принципе, стал уже визитной карточкой, можем сказать, Очимчиры. Да. Что хочется сказать. Эта история этого объекта, она такая длинная. Заложили его, если не изменяет мне память, в 1978 году. И вот на протяжении всего этого времени объект стоял в заброшенном состоянии. Были инвесторы, один период, но у них тоже что-то не получилось. И вот в этом году объект был сдан. Сегодня это красота. Это Черноморская жемчужина. Да, Черноморская жемчужина. Инвесторы вложили денег сюда, порядка, если мне не изменяет память, 650 миллионов рублей в этот объект. В этом году посетили этот объект отдыхающие 3800 человек. Рабочих мест, где-то из рабочих, в основном это местные жители, около 100 человек получили здесь работу. Сегодня у них, да, сокращение из-за того, что нет туристов, но на Новый год ожидается порядка 300 человек приедут отдыхающие, гости наши, которые будут здесь останавливаться. Самое, наверное, интересное, да, для зрителей, какие налоговые поступления от данного объекта?
Конечно же, идут налоговые поступления, как и с этого объекта, как и позапрошлом году был объект сдан Тамыш-Выложи в селе Тамыш. И если у нас будут такого рода объекты еще строиться, кроме пользы, кроме плюсов для нашего района никаких не будет. Скажите, а ожидается ли открытие, может быть, в новом году подобного объекта, может быть, с привлечением инвестора в районе? Да, у нас ожидаются ряд объектов, 2 крупных объекта, это село Гындых. Там большие вложения, и мы думаем, что со следующего года уже начнется строительство. Это гостиничный комплекс тоже, да? Это будет гостиничный комплекс, это будет гораздо больше этого объекта. Там большая территория, которая будет благоустроена, строятся гостиницы, коттеджи на этой территории, и мы ждем реализации его. Поговорим и о проблемах, да, в целом, о проблемах района, которые наиболее острые на сегодняшний день. Острых проблем, к сожалению, у нас очень много, даже с чего начать не знаю. Но вот было как-то совещание у президента, и президент нам дал поручение по социальному и экономическому развитию районов, каждым главам. И вот мы составляли. Вот у меня есть перечень такой, что нужно сделать в первую очередь для района. Если я вам скажу цифру, вы будете шокированы. Вот цифра, у нас работали специалисты, подвели, то есть сумма вложений для того, чтобы привести в порядок весь район, это и то, не все те наши хотелки, которые бы мы хотели, составляют сумма 53 миллиарда 407 миллионов рублей. Вы представляете, какая это огромная цифра? Это для полноценного развития района. Да, это сюда входит инфраструктура, в основном дороги, электроэнергия, вода, вот это вот 3 основных момента. Ну и берегоукрепление рек, в особенности, которые бьют, которые смывают поля людям, насаждения. Вот только вот на все это дело. Плюс у нас не хватает в городе, конечно, и очистных сооружений, у нас они не имеются. Замена полностью водопровода, канализации. Вот все самые необходимые вещи. Несколько школ у нас здесь для строительства новых школ заложено. Вот такая вот история у нас. Вы, конечно, назвали очень большие цифры, но понятно, что в бюджете не заложено. Но, несмотря на это, какие пути выхода вы видите? У нас, слава богу, открываются сейчас в последнее время объекты. Вот. Но мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы реализовать все те планы, которые вот я сейчас вышеперечисленно вам назвал. Чтобы нам собрать такую сумму денег, это придется не 1 год. При том бюджете, который у нас есть, мы сегодня собираем свой местный бюджет, порядка 140 миллионов рублей. Вы представляете, чтобы нам собрать 53 миллиарда, это сколько лет нам нужно для того, чтобы реализовать все эти планы. И я считаю, что нужно обязательно привлекать инвесторов. Инвесторов из села, для того, чтобы в каждом селе строить перерабатывающие заводы, глубоко перерабатывающие заводы, которые будут производить джемы, соки, цитрусы, не просто собирать фрукты и продавать их, отвозить в Россию, а из них делать какую-то продукцию. Тогда мы, наверное, достигнем каких-то результатов. И он тоже будет не быстрый процесс. Если мы даже сегодня будем собирать 1 миллиард рублей в год, то нам понадобится 53 года еще для того, чтобы только выполнить вот эти вот обязательства. И без инвесторов я не вижу здесь выхода. Думаю, они нам необходимы, которые вложат свои деньги. Район у нас, я могу так сказать, очень перспективный, очень хороший, люди трудолюбивые. Район, конечно, пострадал сильно, я думаю, самый больше пострадал наш Очамчирский район во время войны. Сам город, все села, которые были вдоль трассы, от Адзюбжи до самого города Очамчиры. И люди, надо дать им надежду на то, чтобы они не побросали свои дома, не уехали отсюда. И в этом направлении мы будем, конечно, стараться и работать. Поговорим об энергетической отрасли в районе, вообще как обстоят дела с собираемостью платежей за электроэнергию. Ну, с собираемостью у нас дела обстоят не очень хорошо, так скажем. Порядка 8% идет собираемость. Сегодня устанавливаются счетчики учета. Вот в городе уже около 200 счетчиков учета установили, еще будет. Вот, кстати, некоторые очень довольны, что поставили счетчики учета. Да, есть, которые недовольны, естественно, в разы увеличилось, а вот некоторые, у них, наоборот, уменьшились платежи. Идет также борьба с майнингом. На сегодняшний день уже изъято около 350 аппаратов,
который производит криптовалюту. Вот. Но проводим работы, где-то меняем столбы. Конечно, еще вот заявок лежит у нас по району более 500 столбов только нужно поменять на железобетонные. К сожалению, не хватает техники, хотя ребята работают все время днем и ночью, где обрывы, мы это видим, но не хватает техники. Какая криминогенная обстановка в районе? Криминогенная обстановка в районе в целом, я считаю, удовлетворительная. Сотрудники работают. Конечно, не хватает у них еще технических средств. Вот, в следующем году, наверное, будем устанавливать камеры еще по городу в особо людных местах. Это им поможет в их работе. А так-то в целом оцениваю их работу удовлетворительно. Руслан Владимирович, расскажите и о намеченных планах в новом году. Со дня прихода к должности главы администрации у меня всегда была мечта, и население поддерживает в этом плане. Я хотел бы, конечно же, здесь создать такую спортивную столицу, Мекку такую спортивную, чтобы сюда приезжали спортсмены, также отдыхающие, занимались здесь спортом. У нас климатические условия для этого позволяют. Мы облагораживаем сегодня набережную. В следующем году еще ее продлим на километр в сторону реки Алзга. Построили спортплощадку летнюю. Также планируем еще 2 спортплощадки построить в следующем году. И этим самым привлечь сюда туристов, спортсменов, хотя бы в рамках СНГ организовывать всякого рода спортивные мероприятия. Планов очень много намечено. В следующем году мы планируем в селах, особенно села Раду, Челов, Отап, Тхина, провести ямочный ремонт асфальта, также соединит село Акваська и село Тхин, это Патрас, положить новый асфальт, сделать. В городе мы планируем поменять ряд водопроводов для обеспечения питьевой воды людям, довершить работы те, которые не успели в этом году по чистке канализационных стоков, ливневых стоков. Заниматься озеленением и благоустройством города в дальнейшем. Руслан Владимирович, благодарю вас за нашу беседу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо и вам большое. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей нашего района с наступающим Новым годом, пожелать мира, процветания, счастья, и чтобы все желания, все мечты, которые они не реализовали в этом году, чтобы в следующем году они исполнились. С праздником. Всего доброго. Всего доброго.